У меня, у маленькой девочки, которая жила в селении дачном города Орджоникидзе, Тамары, была мечта стать актрисой. Она уверенно шла к своей мечте и стала ею – киноактрисой. Свой творческий путь Тамара Индиева начала в 1970 году. Ее талант первым заметил и высоко оценил известный советский режиссер Василий Меркурьев. Тамара Индиева тесно сотрудничала с киностудиями советских центральноазиатских республик. Снялась в 2 десятках картин: «Долгое эхо в горах», «Год дракона», «Возвращение Хаджина Средина», «Здравствуйте, Гульнора Рахимовна». И в большинстве из них исполнила главные роли. Этих царских сыновей приводили сватать к моему отцу. Особенную популярность приобрела картина «Новые сказки Шахрезады», снятый по мотивам сказок «Тысяча и одна ночь». В нем Тамара Индиева исполнила роль принцессы Эсмигюль. Снималась и с известным индийским актером Амитабхом Баччаном в «Черном принце». Это советско-индийский фильм «Черный принц», где я сыграла помощницу артиста Баччана Шахназ. Так, в середине 80-х Тамара Индиева стала одной из самых популярных актрис Советского Союза. Встреча с почитателями творчества проходит в рамках кинофестиваля «Золотая башня». Рассказывает собравшимся, как непросто было молодой ингушской девушке, вопреки всем преградам и стереотипам, достигнуть творческих целей. Отвечая на вопросы, поделилась, какая из киноработ для нее самая любимая. Люблю фильм «Здравствуйте, Гульнора Рахимовна», потому что я работала с детьми, и я очень отдыхала, очень радовалась. Я очень люблю работать с детьми. А по драматизму, конечно, вот это «Огненные дороги», где я играла Рабию, где мне пришлось воевать до скафандра, скажем, потому что по драматизму это была самая сильная роль. И героическая роль, которую я сыграла, это в «Годе дракона». К сожалению, фильм положен на полку из-за того, что я играла руководительницу восстания уйгуров против китайцев. И он был снят по заказу КГБ тогда. В 1991 году после замужества актриса завершила кинокарьеру. Но даже после ухода из кинематографа Тамара Индиева не рассталась с творчеством. Работала диктором на телеканале «Мир», ведущей мероприятий, и по сегодняшний день выступает на сцене. Много внимания уделяет исполнению народных песен. В ее репертуаре песни на ингушском, русском, чеченском и кабардинском языках, многие из которых написала сама. Творческий путь Тамары Индиевой отмечен множеством наград и званий. Заслуженная артистка Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Абхазии, народная артистка Ингушетии, кавалер дружбы народов. А в 2010 году Тамаре Индиевой присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации. Желаю вам быть очень полезными для своей любимой республики, потому что она в нас очень нуждается. Всего вам самого доброго, самого светлого. Тамара Индиева сегодня является гордостью народа. Она единственная ингушская женщина, которая смогла на таком уровне добиться успеха в кинематографе. Фильмы с ее участием до сих пор пересматривают не только в России, но и в странах Азии. Сама киноактриса имеет очень много хороших качеств. Очень хорошо играла многие роли. Я видела ее в многих фильмах. Сколько я знаю творчество Тамары Индиевой, я всегда восхищалась ею именно как войнавской девушкой. Потому что ни для кого это не секрет, что пройти такой путь, подняться на такой уровень для войнавской девушки всегда было трудно. Но несмотря на все трудности, несмотря на все эти запреты, Тамара все-таки сумела. Принять участие в работе кинофестиваля Тамара Индиева приехала прямо из Будапешта. «Золотая башня» является единственным фестивалем кино на Северном Кавказе. В этом году в нем принимают участие более 10 стран, которые представят на суд жюри 50 картин. А эта встреча завершилась музыкальным подарком. Заслуженная артистка страны исполнила для зрителей полюбившуюся в народе песню «Эрзи». Диана Дударова, Султан Булгучев, Новости 24.